Компания ЕТЭК планирует новое размещение на московской бирже. Целью выпуска биржевых облигаций является финансирование инвестиционной программы в размере свыше 9 миллиардов рублей. Инвестиции в перспективное развитие в размере 6,5 миллиардов рублей будут направлены на геологоразведочные работы для разведки и наращивания запасов, а также капитальное строительство для оптимизации разработки месторождений и создания резерва по добыче газа. Поддерживающие инвестиции в размере 3 миллиардов рублей будут направлены на капитальный ремонт скважин, сейсморазведочные работы, проекты по решению вопросов промышленной и экологической безопасности и техническое перевооружение. С учетом достижения наилучших показателей операционной деятельности за последние несколько лет компания планирует направить в ближайшее время на выплату дивидендов 500 миллионов рублей за счет операционного денежного потока. Компания «Евразметаллинпром» поставляет арматурный прокат с винтовым профилем на строительство ГОКи-Наглинский в Нерюнгринском районе Якутии. В прошлом году филиал «Евразметаллинпрома» в Иркутске поставил более 2000 тонн проката. В январе текущего года было отгружено 2100 тонн арматуры, и поставки продолжаются. Металлопрокат применяется при проведении горных выработок для изготовления анкерного крепления. Резидент ТОР Якутия приступил к испытаниям автошин в арктическом климате. Проверку снегом и льдом проходит продукция одного из крупнейших производителей шин в Центральной и Восточной Европе. Для проведения тестовой обкатки в распоряжении команды специалистов находятся 4 трека различного назначения со снежными и ледовыми покрытиями. Также на полигоне действует технический центр и центр сервисного обслуживания. Отметим, что на сегодняшний день резидентами ТОР Якутии являются 24 предприятия, общий инвестиционный портфель которых составляет 12 миллиардов 400 миллионов рублей. Реализация всех проектов позволит трудоустроить 1449 человек. Реализованы 11 проектов, создано более 400 рабочих мест. В проекты, находящиеся на стадии реализации, вложены 3 миллиарда рублей частных инвестиций. Власти Якутии направят на финансирование госпрограммы по развитию науки до 2024 года более 1 миллиарда рублей. Госпрограмма направлена на поддержку и развитие региональных научно-исследовательских центров, выполнение научных исследований и разработок по приоритетным направлениям социально-экономического развития. Кроме того, она направлена на освоение Арктики и создание Всемирного центра Мамонта, а также кадрового обеспечения, целевой подготовки и поддержки роста научных компетенций и формирования и развития научно-образовательной системы мирового уровня. Стоимость якутского сжиженного природного газа оценивается более чем в 30 миллиардов долларов. Данная оценка является предварительной и основана на результатах создания концепции и технических решений проекта. По итогам разработки проектной документации, которая начнется в середине текущего года, стоимость будет уточняться. На сегодняшний день А-Проперти занимается поиском стратегических партнеров для реализации проекта, а также ведет переговоры с Минэнерго России о получении лицензии на экспорт СПГ. Отметим, основой якутского СПГ станет завод мощностью 18 миллионов тонн. В префит проекта заложена лицензия американской компании APCI, которая запатентовала использование в производстве смешанного хладагента с предварительным пропановым охлаждением. Реализация проекта запланирована в 2 этапа. На каждом будет построено по 2 производственных линии мощностью по 4,5 миллионов тонн. Запуск в первой очереди запланирован на 2025 год. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.